Добрый вечер, дорогие друзья, гости и жители нашей столицы. Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан приветствует вас на фестивале классической музыки «Романтика осени», который проходит при поддержке главы Республики Башкортостан Радия Фаритовича Хабирова, правительства и Министерства культуры Башкортостана. Специальный гость второго вечера фестиваля – Тюменский филармонический оркестр под управлением художественного руководителя и главного дирижера Юрия Медяника, один из самых молодых и перспективных симфонических коллективов России. Филармонические сезоны Тюменского оркестра собирают лучших солистов, а в биографии участие в главных музыкальных фестивалях страны – «Звезды на Байкале», «Крещендо», «Транссибирский арт-фестиваль». Сегодня в этот список войдет и фестиваль классической музыки «Романтика осени», а в гастрольный график Тюменского филармонического оркестра столица Башкортостана – Уфа. Фестивальную программу второго вечера открывают яркие страницы всемирно известной оперы Жоржа Бизе «Кармен». Жорж Бизе, сюита номер 1 из оперы «Кармен» в 6 частях. Прелюдия «Араганес», интермеццо «Сигидилья», «Драгуны из Алькала», «Тореадор». На сцене Тюменский филармонический оркестр, художественный руководитель и главный дирижер Юрий Медяник.
Наш вечер продолжает первый виолончельный концерт Камиля Сен-Санса, в котором, по словам современников, композитору особенно удались легкие краски и выдержанность. В изящном и поэтичном произведении сольную партию исполнит блистательный российский виолончелист, наш земляк Антон Павловский.
Свой путь в музыку четырехлетний Антон начинал в Уфе, в стенах детской музыкальной школы номер 1 имени Наримана Сабитова в классе заслуженного работника культуры Башкортостана Марка Донатовича Афанасьева, а позднее продолжил музыкальную карьеру в среднем специальном музыкальном колледже. Сегодня Антон Павловский известен далеко за пределами своей малой родины, но всегда с удовольствием ждет встречи с любимым городом. Камиль Сен-Санс. Концерт номер 1 для виолончели с оркестром ля минор. Солист Антон Павловский.
Тюменский филармонический оркестр, художественный руководитель и главный дирижер Юрий Медяник, солист Антон Павловский, Уфа. Дорогие друзья, наш концерт продолжается. На сцену приглашается организатор фестиваля классической музыки «Романтика осени», Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан.
За последние годы симфонический коллектив, возглавляемый генеральным директором, признанным российским музыкантом, народным артистом Башкортостана Артуром Назиуллиным, триумфально выступает под управлением главного дирижера Дмитрия Крюкова в Большом зале Московской консерватории, концертном зале имени Чайковского Московской филармонии, Санкт-Петербургской филармонии, Дворцовой площади Санкт-Петербурга. Госоркестр Башкортостана ежегодно дает более 100 концертов в Уфе и городах республики, проводит множество значимых музыкальных событий. Крупнейшими и традиционными стали международный конкурс скрипачей и фестиваль Владимира Спивакова. Музыкальный фестиваль «Денис Мацуев» представляет диалог поколений. Традиционный ежегодный зимний фестиваль, летний фестиваль, ежегодный Open Air «Симфоническая ночь» на международном фестивале «Сердце Евразии». В мае прошлого года коллектив принял участие в 10-м Международном открытом фестивале искусств Дню Победы посвящается, представив на сцене Большого зала Московской консерватории мировую премьеру военной кантаты Давида Кривицкого. В сентябре прошлого года оркестр впервые в своей истории открыл 101-й концертный сезон Московской филармонии на сцене концертного зала имени Петра Ильича Чайковского совместно с народным артистом России Денисом Мацуевым, а также выступил на открытии 5-го международного фестиваля Ильдара Абдразакова на сцене Большого зала Московской государственной консерватории имени Чайковского. В этом году оркестр стал участником проекта. Музыкальный фестиваль «Денис Мацуев» представляет диалог поколений к 150-летию Сергея Васильевича Рахманинова, в рамках которого исполнил 5 концертных программ с пианистом Денисом Мацуевым в Уфе и Оренбурге. В мае этого года в рамках абонемента Московской государственной академической филармонии «Оркестры России. Шедевры русской симфонической музыки» оркестр успешно выступил с пианисткой Екатериной Мечетиной и покорил московскую публику исполнением «Весны священной» Игоря Стравинского. В августе этого года Национальный симфонический оркестр Башкортостана представил высокое искусство республики на Дворцовой площади в рамках Дней культуры Башкортостана в Санкт-Петербурге. Госоркестр республики по итогам журнала «Музыкальная жизнь» назван прорывом года и прочно вошел в состав золотой оркестровой элиты России. Земля Батыров из симфонической саги «Легенды древнего Урала». На сцене Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан. Автор и главный дирижер, заслуженный артист Республики Башкортостан, лауреат Государственной премии имени Салавата Юлаева Дмитрий Крюков.
Дорогие друзья, фестиваль классической музыки «Романтика осени» проходит при поддержке главы Республики Башкортостан Радия Фаритовича Хабирова, правительства и Министерства культуры Республики Башкортостан. Организатор мероприятия – Национальный симфонический оркестр Республики. Через несколько минут на эту сцену выйдет всемирно известный бас Женисбек Пиязов, участник 3-го сезона телепроекта «Большая опера» на канале «Культура». Еще несколько лет назад сразил жюри своим неповторимым голосом. В 2019-м Женисбек Пиязов стал первым узбекистанцем, который спел на сцене прославленного театра Ла Скала в Милане. Певец неоднократно был отмечен высокими наградами на конкурсах в масштабах страны и на международном уровне. Сегодня Женисбек Пиязов снова в Уфе среди любимых поклонников. Шарль Гуно, куплеты Мефистофеля из оперы «Фауст». Солист, народный артист Узбекистана, Башкортостана, Каракалпакстана и Татарстана Женисбек Пиязов. Toujours debout, on ensemble puissant, puissant, on ensemble puissant, puissant, debout du monde le très beau. Pour fêter l'infâme idole, roi et peuple confondus, ombre et sombre qui dans une ligne ronde folle, autour de 100 pieds de stal, autour de 100 pieds de stal. Et Satan conduit les vols, conduit les vols, et Satan conduit les vols, conduit les vols. Vainqueur de Dieu, dans un voile dérisoire, dans un voile dérisoire, le monstre chèque insulte acier. Il contemple âge étrange à ses pieds les gens rimes, serrant les ferramés, dans les sons, dans les fanges, où brille l'ardent métal, où brille l'ardent métal. Et Satan conduit les vols, conduit les vols, et Satan conduit les vols, conduit les vols, et Satan conduit les vols, conduit les vols, conduit les vols, et Satan conduit les vols, conduit les vols, conduit les vols. Ha! Загир Исмагилов, слова Кадыра Даяна, Шаймуратов, генерал. Башқұрттар кетті ғошқал, сатып қалды көкорал, ат ойнатып алдан бара, Шаймуратов генерал. Ат ойнатып алдан бара, Шаймуратов генерал. Шаймуратов яу қырымда дұшмандарды үйреткен, ұттаянмай ғылда батмай, ай батырда үйреген. Ұттаянмай ғылда батмай,
Вәтән үшін ен қызғанмай инең ұлдарың орал. Шулар менен дұшман қырды, Шаймұратов генерал. Шулар менен дұшман қырды, Шаймұратов генерал. Башқұрттар кетті, башқұрттар кетті, башқұрттар кетті, оғышқа ұзатып қалды көкорал. Ат ойнады балдан бара, Шаймұратов генерал. Ат ойнады балдан бара, Шаймұратов генерал. Салам алейкум, дорогие друзья, дорогие гости. Спасибо за теплый прием. Я, честно, вчера и сегодня выступаю в Уфе с симфоническим оркестром. Очень классный оркестр, дирижер. И вам тоже спасибо. Вчера тоже здесь было очень много народ. И они со мной спели вместе Шаймуратова генерал. Давайте сегодня тоже попробуем спеть. Последняя модуляция у нас есть, когда вот «Ат ойнады балдан бара», потом вы поете «Шаймуратов генерал». Договорились? Башқұрттар кетті, оғышқа ұзатып қалды көкорал. Ат ойнады балдан бара, ат ойнады балдан бара, генерал. Спасибо. Я еще здесь буду петь только для вас. Сейчас на эту сцену выйдет блистательный российский музыкант Артур Назиуллин. Вспомним, что ровно 10 лет назад, 5 сентября 2013 года, Артур Назиуллин выступил с Национальным симфоническим оркестром Республики на первом концерте в формате Open Air в Уфе. И это было незабываемо. Дмитрий Крюков, тайны безмолвного Урала, солист, народный артист Республики Башкортостан, лауреат Государственной премии имени Салавата Юлаева, солист программ Московской государственной академической филармонии, золотой кларнет России Артур Назиуллин.
Однажды в один из приездов Женисбека Пиязова в Уфу ему в руки попали ноты зимнего романса Рима Хасанова. Певец был потрясен красотой музыки и решил спеть вокальный шедевр в Уфе. Сегодня его мечта исполнится. Рим Хасанов, слова Назара Наджми, «Зимний романс». На сцене Женисбек Пиязов. Attı taşıp attı yarısın kar suları. Şuldar indi yazның şaşıp yar suları. Attı bizning qar üstünde qalgan izler. Attı yelab ikev birge salgan izler. Qin bo'mir ağışları. Qin menin sağışlarım. Qin minen şadlık ile yuğaltı tavışlarım. Qin menen sağışlarım. Mene indi tağın jerge karlar yavar. Bütün nerse kalgan төсле қар астында. Aylar ağa, yıllar ağa, sular ağa. Seni görem aylar, yıllar karasında. Qin bo'mir ağışları. Qin minen sağışlarım. Qin minen şadlık ile yuğaltı tavışlarım. Qin minen sağışlarım. Qin menen sağışlarım. Муслим Магомаев, слова Геннадия Козловского. «Синяя вечность». На сцене единственный обладатель гран-при международного конкурса вокалистов имени Муслима Магомаева Женисбек Пиязов. Спасибо. Вот знаете что, когда я пою эту песню в Ташкенте у себя, все сразу автоматически включают фонарики, потому что они любят, я люблю фонарики. Давайте так сделаем. Фонарики все включаем,
вот когда весь Башкортостан видит наш концерт, жалеет, что не приехали на этот концерт. Давайте так сделаем, что у нас хорошо, супер. Сейчас вот после, я вот спою, потом вы кричите «Браво, брависсимо!» на бис. Конечно, сегодня бис не будет. Я 357 песен подготовил только для вас. Да. Есть? Пожалуйста. Море вернулось говором чаек, песни прибоя, рассвет пробуди, сердце как друга, море встречает, сердце как песня летит из груди. О, море, море, предалым скалам ты ненадолго подаришь прибой. Море, возьми меня в дальние дали, парусом малым вместе с собой. Грустные звезды, в поисках ласки, сквозь синюю вечность летят до земли. Море навстречу им, детские сказки на синих ладонях несет корабли. О, море, море, предалым скалам ты ненадолго подаришь прибой. Море, возьми меня в дальние дали, парусом малым вместе с собой. Море, возьми меня в дальние дали, парусом малым вместе с собой, с собой, с собой возьми. Национальный симфонический оркестр. Балкон. Я вас вижу.
На бис? Да, да. Слушаю вас. Слушаю. Синяя вечность? Все на бис. Все 4. Я же сказал вам, надо дать сольный концерт здесь. Вы не поверили. Давайте так сделаем тогда. Я хочу поблагодарить, кто пригласил меня сюда. И я буду теперь у вас часто. Реклама сейчас идет бесплатная. У меня скоро будет сольный концерт здесь с оркестром. А всех вас, конечно, не будет бесплатно, как сегодня. Поэтому там деньги соберите. Сейчас я спою «О море, море» на бис. Вы будете петь, когда припев «О море, море, преданным скалам». Все знают, да? Да. Опять все-таки фонарики. И еще будете петь. Знаете что? У вас сегодня у нас бесплатный хор. Море вернулось говором чаев, песня привоя, рассвет пробудил, сердце как друга море встречает, сердце как песня летит из груди. А теперь вы и о преданным скалам ты ненадолго подаришь привой. Море, возьми меня в дальние дали, парусом малым вместе с собой. Грустные звезды в поисках ласки сквозь синюю вечность летят до земли. Море навстречу ей, детские сказки на синих ладонях несет корабли. А теперь все вместе! О, преданным ты ненадолго подаришь прибой. Возьми меня в дальние дали, парусом малым вместе с собой. Море, возьми меня в дальние дали, парусом малым вместе с собой, с собой, с собой возьми. С
Национальный симфонический оркестр, дирижер, маэстро Дмитрий и Джейнсбек Пиязов. Спасибо. Рахмат. Именно я вас жду на концерте. Приглашение дам. Дорогие друзья, мы благодарим главу Республики Башкортостан Радия Фаритовича Хабирова за инициативу и поддержку в проведении фестиваля классической музыки «Романтика осени». Хусаин Ахметов, Дмитрий Крюков. Симфоническая картина «Урал-Батыр».
Дорогие друзья, фестиваль классической музыки «Романтика осени» организован по инициативе главы Республики Башкортостан Радия Фаритовича Хабирова. Мы благодарим организаторов фестиваля, Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан и приглашаем на сцену гостей Тюменский филармонический оркестр. Отрадно, что фестиваль классической музыки «Романтика осени» проходит в центре Уфы, на обновленной Советской площади, у подножия памятника генералу Минигали Шаймуратову, в центре притяжения крупных культурных мероприятий. Через несколько дней, с 14 по 17 сентября в Уфе, при поддержке главы Башкортостана Радия Фаритовича Хабирова, впервые пройдет Всероссийский фестиваль игры «Айда играть». «Айда играть» — это масштабное событие в мире игр и игрушек. В течение 4 дней на Советской площади будет организована выставка-продажа российских производителей игрушки, демонстрация лучших игровых детских практик, тематические конкурсы и мастер-классы, кинопробы, квест-игры, выступления популярных детских и молодежных коллективов, любимых героев оживших мультфильмов и показы лучших детских спектаклей и анимационных проектов, а также праздничный флешмоб с участием героев «Союз мультфильма». В программе «Айда играть» будут представлены экспозиции «Кукольный мир», «Моя первая игротека», «Я конструктор», «Он сказал, поехали», «Деревянная сказка», «Мягкая страна», «Радость творчества», «Опытная станция», «Игры, которые лечат». Кроме этого, будет работать территория для детей с ограниченными возможностями здоровья, где будут представлены тактильные игрушки, пройдут мастер-классы для родителей. В рамках мероприятия Национальный музей Башкортостана представит выставку редких игрушек. В рамках Всероссийского фестиваля «Айда играть» 14 сентября на этой сцене выступит юная звездочка Милана Хаметова. 15 сентября московская группа «Непоседы». 16 сентября музыкальный театр «Домисольки». 17 сентября известный блогер и певец Ваня Дмитриенко. Мы ждем вас! Дорогие друзья, наш фестиваль продолжает шедевр композитора-классика Арама Ильича Хачатуряна, которому в этом году исполнилось 120 лет со дня рождения. Для Тюменского филармонического оркестра большое счастье работать над музыкой великого композитора, говорит инициатор музыкального фестиваля имени Арама Хачатуряна в Тюмени главный дирижер Юрий Медяник. И с этим трудно поспорить. Арам Хачатурян. Музыка к спектаклю Лопе де Вега «Валенсианская вдова» в 6 частях. Вступление, серенада, песня, шуточная, интермеццо, танец. На сцене Тюменский филармонический оркестр, художественный руководитель и главный дирижер Юрий Медяник.
Дорогие друзья, гости фестиваля «Романтика осени», Тюменский филармонический оркестр впервые в Уфе. Сегодня в составе коллектива 80 музыкантов, молодые исполнители, выпускники высших музыкальных учебных заведений, лауреаты всероссийских и международных конкурсов. Начиная с 2020 года становятся ежегодными выступления оркестра в Москве, концертном зале «Зарядье» и в Санкт-Петербурге, концертном зале Мариинского театра. А сегодня оркестр смело может вписать в свой гастрольный график наш город. Анибал Троино, танго «Ля Тромпера». В течение концертных сезонов оркестр представляет в зале имени Юрия Гуляева Тюменской филармонии собственные абонементные циклы, шедевры мировой симфонической музыки, ночные концерты с ТФО,
Тюменский филармонический оркестр и приглашенные дирижеры, а также совместный абонементный цикл с хоровой капеллой Тюменской филармонии. И, конечно же, вместе с художественным руководителем и главным дирижером Юрием Медяником знает, чем порадовать публику. Хуан Плаза, танго «Данзарин».
Тюменский филармонический оркестр, художественный руководитель и главный дирижер Юрий Медяник.
Дорогие друзья, вот и завершился фестиваль классической музыки «Романтика осени». Мы говорим спасибо всем участникам фестиваля, спасибо «Сентябрь» за летние вечера и, конечно же, спасибо вам, дорогие зрители. Всего доброго, до новых встреч!